Это поразило меня. Как мы могли так поступить? Как мы могли лгать и обвинять людей в том, что мы, арабы, очень хорошо знаем и сами совершаем? Как такое могло случиться? Какая система ценностей позволяет человеку, культуре или религии лгать и обвинять своих врагов в том, в чем, как они знают, виноваты они сами? Взгляните на карту Ближнего Востока. Израиля почти не видно. Невозможно убедить любого человека, у которого IQ, как у ребенка, что эта проблема связана с землей под названием Израиль. Западу пора это понять, потому что это плохо не только для Израиля, но и для всего арабского мира. Они рушатся. Я родилась и выросла мусульманкой в Каире, Египте. Но в 50-е годы я росла ребенком в секторе Газа. И причина, по которой я оказалась в Газе, заключалась в том, что Газа в то время была частью Египта. Я посещала начальную школу в Газе, где нас учили ненависти, мести и возмездию. Мир никогда не был возможным вариантом. Концепция мира была чем-то чуждым. На самом деле слово «мир» никогда даже не упоминалось на собраниях ни в одной мечети. В школе мы каждый день читали стихи, желая себе мученической смерти. Знаете, я часто видела, как девочки, плача, рекламировали эти стихи. Они желали себе мученической смерти. Наша система ценностей основывалась на том, чтобы быть жертвами, думать о себе как о жертвах или быть мучениками, чтобы пойти и убить всех и умереть как мученик, либо как жертва, либо как мученик, и ничего другого. Женщины не ходили в мечети, но мы привыкли слушать проповеди из мечети либо по радио, либо по телевизору. Я помню каждую пятничную молитву шейх обычно в конце проповеди произносил проклятие. Пусть Бог уничтожит евреев и неверных, и даже христиан и не мусульман. И он называл не мусульман врагами Аллаха. Если вы выросли с проклятиями как формой молитвы, это может показаться для вас нормальным. Ненависть может быть нормальной, потому что кто я такая, чтобы судить? Я никогда не замечала, что в этом нет ничего святого. Вот так я выросла. 22 арабские страны сделали все возможное, чтобы сделать невозможным существование Израиля. Лига арабских государств запретила принимать так называемых арабских палестинцев. Отказала в предоставлении им гражданства в какой-либо арабской стране. Например, вы могли увидеть палестинца, родившегося в Каире, но так и не получившего гражданства и умершего в Каире. Они рождались и умирали в Сирии, палестинцы. И они никогда не получали гражданство. Почему? Потому что Лига арабских государств хотела, чтобы палестинская проблема никогда не была решена. Это не входит в их планы. Цель состоит в том, чтобы сохранить их беженцами от рождения до смерти. Культура была ориентирована на самопожертвование. Они побуждали женщин вставать перед камерами и говорить: «Я отдала своего сына на джихад и хочу, чтобы другие мои дети погибли в джихаде». На женщин, которые выступают за жизнь, за мир, смотрели свысока. Женщины, которые были радикальными, если не более радикальными, чем мужчины, которые пропагандировали джихад ради своих детей, считались достойными женщинами, которых уважало общество. Поэтому, чтобы женщину уважали в исламском обществе, она должна быть такой же радикальной, если не более радикальной, чем мужчины. И именно поэтому многие женщины молчат. Они гордятся тем, что отдают своих детей на джихад. Единственный способ попасть на небеса — это пойти и убить неверного и умереть при этом. Израильских арабов постоянно отталкивали. Их не хотели принимать в свои ряды и постоянно теснили к границам с Израилем, чтобы проблема продолжалась. В арабском мире нет недостатка в земле. Если вы посмотрите на арабский мир от Атлантического океана, Марокко, вплоть до Персии, от Турции до Судана, в то время, когда я была ребенком, Синай был практически пустой землей. В Синае никто не жил. Сегодня там есть Шарм-эль-Шейх и все эти прекрасные пляжи. Это было военной зоной. И нет абсолютно никакой необходимости, никакой острой необходимости для арабов так зацикливаться на желании сбросить евреев в море. Вы знаете, этот международный конфликт, называемый арабо-израильским, на самом деле является выдумкой. Это не конфликт из-за земли. И любой, кто думает, что это конфликт из-за земли, заблуждается, потому что мы не видим правды. Правда в арабах. В исламе есть что-то антиеврейское, антихристианское, особенно антиеврейское. И я скажу вам почему. Те люди, которые называют себя палестинцами и живут в секторе Газа и на западном берегу, являются пешками арабского мира. Я не верю, что они заботятся об их счастье или благополучии. Они вынуждают их жить несчастной жизнью, чтобы показать миру, что они жертвы. Неужели вы думаете, что Саудовская Аравия со всеми деньгами, которые у нее есть, страны Персидского залива со всеми этими нефтяными деньгами, не могут дать им хорошие дороги, хорошие дома и хорошую полицию и превратить их в производительный регион Ближнего Востока? Они могут, но это не является их целью. Есть скрытая цель. И я не понимаю, почему западная культура этого не понимает. Почему западные СМИ этого не понимают.
Это так очевидно. Безработные люди в Газе и на Западном берегу. Все эти люди с высоким уровнем безработицы. Куда они идут работать? Стоят ли они на границе с Египтом, чтобы найти работу? Стоят ли они на границе с Сирией и Иорданией? Нет. Они выстраиваются в очередь на границах Израиля. Те самые люди, которых они должны убивать. Это очень неестественный образ жизни. И никто этого не видит. Но они идут и обвиняют Израиль. Они сравнивают уровень жизни на Западном берегу и в секторе Газа с демократическим Израилем, единственной демократией на Ближнем Востоке. Почему бы им не сравнить условия жизни в Газе и на Западном берегу с Египтом, с Сирией, с Иорданией? И если они это сделают, то обнаружат, что уровень жизни там даже выше, чем во многих регионах арабского мира. Но западным СМИ лень сравнивать яблоки с яблоками. Они хотят сравнить яблоки и апельсины. Не знаю, как еще можно назвать западные СМИ, если не невежественными. Они не должны быть невежественными. А потом они идут и спрашивают Израиль, почему бы вам не пойти на некоторые уступки палестинцам? Я никогда не слышала, чтобы они выступали против арабских лидеров и спрашивали западные СМИ. Почему бы им не спросить арабских лидеров, как насчет некоторых уступок израильскому народу? Мы никогда этого не слышали. И очень удобно обвинять во всем этом терроризм. Особенно после 11 сентября, когда всегда обвиняли терроризм. Потому что этот терроризм совершается мусульманами повсюду. Это все из-за оккупации. Если бы не оккупация Газы, если бы не оккупация Западного берега, у нас не было бы проблем. Все проблемы из-за Израиля. Именно такое впечатление они хотят создать. И это большая ложь, потому что ребенком я жила в Газе и была свидетелем терроризма против Израиля до оккупации Газы и до оккупации Западного берега. А наши СМИ даже не знают об этом. Терроризм против Израиля был и до оккупации. Итак, арабы, которые утверждают, что они занимаются терроризмом сейчас, потому что хотят свободы, демократии, нет, ни в одной арабской стране нет свободы и демократии, не говоря уже о Западном береге или секторе Газа. Так что мы должны называть вещи своими именами. Это слишком серьезно, чтобы просто воспринимать всю эту ложь и закрывать на нее глаза. Потому что очень трудно узнать правду, если вы полагаетесь на арабские СМИ, если вы полагаетесь на культуру, которая вас окружает. И из-за жизни в угнетающем обществе я переехала в Америку. Я переехала в Америку в 78-79 годах, и моя жизнь полностью изменилась. И однажды я захотела посетить синагогу и церковь, потому что мне было любопытно. Я думала, что они будут проклинать арабов так же, как мы проклинаем их в нашей мечети. Святость этого места была в том, что они молились за всех. Они молились за мир на земле. Как мы можем сделать эту землю лучше? Это был совершенно другой образ мышления, противоположный тому, с которым я выросла. И когда я пошла в мечеть здесь, тоже в Лос-Анджелесе, я подумала, что раз они разрешают женщинам посещать их, значит, в Америке все будет по-другому. Я была так рада, что ислам в Америке, должно быть, настолько отличается. Итак, я пошла в мечеть и снова услышала антисемитизм в мечети. И мне сказали, не ассимилируйся в Америке. Мы здесь для того, чтобы исламизировать Америку. Они смотрели свысока на американскую культуру. Они смотрели свысока на это общество. И я почувствовала себя очень неуютно. Я сказала, боже мой, здесь что-то не так. И больше я туда не возвращалась. Это поразило меня. Как мы могли так поступить? Как мы могли лгать и обвинять людей в том, что мы, арабы, очень хорошо знаем и сами совершаем? Как такое могло случиться? Какая система ценностей позволяет человеку, культуре или религии лгать и обвинять своих врагов в том, в чем, как они знают, виноваты они сами? Они знают, что это сделал Усама бен Ладен. Они знают, что до сегодняшнего дня он финансировался арабскими деньгами, нефтяными деньгами. Как они могли обвинять в этом еврейский народ? Взгляните на карту Ближнего Востока. Израиля почти не видно. Невозможно убедить любого человека, у которого IQ, как у ребенка, что эта проблема связана с землей под названием Израиль. Западу пора это понять, потому что это плохо не только для Израиля, но и для всего арабского мира. Они рушатся. Многие люди думают, что арабский мир такой сильный и могущественный. Он гниет изнутри. Но они не знают об этом. Их религиозные лидеры советуют продолжать ненавидеть, вместо того, чтобы призвать их покаяться и найти истинного Бога, любовь и дружбу. В глазах многих мусульман, в глазах самого ислама, евреи не мусульмане, которых называют кафирами и неверными, не заслуживают правды. Они не заслуживают справедливости и милосердия. Как такое могло случиться? И мы принимаем это и не говорим «нет». В арабском мире никогда не будет свободы и демократии, когда ненависть будет на первом месте, когда джихад будет на первом месте,
когда убийство своего врага будет на первом месте. Когда мы зациклены на лжи и клевете, у вас никогда не будет мира и демократии. Никто не задавал этого вопроса. Зачем вся эта ложь и клевета против еврейского народа, против Америки? Они называют Америку великим сатаной, а Израиль маленьким сатаной. Почему? Знаете ли вы, что на сирийском телевидении, на арабском телевидении, на египетском телевидении постоянная ложь о еврейском народе днем и ночью просто невероятно. Там было шоу, в котором говорилось, и в нем участвовали не только религиозные лидеры, некоторые из них были учеными. Арабские ученые говорили, что «О, вы знаете, почему Израиль отправился на Гаити, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения? Знаете почему? Потому что Израиль хотел извлечь органы у гаитянского народа. Это интеллигенция арабского мира. Когда интеллектуалы арабского мира говорят такое, чего вы ожидаете от человека с улицы? И вы удивляетесь, почему они ненавидят? Потому что им так говорят. Мне рассказывали ужасные вещи о еврейском народе. Мне потребовались годы, чтобы выбросить это из головы, из сердца и из сознания.